С Днем независимости России 235-летием Сыктывкара жителей поздравил Вячеслав Гайзер. Глава отметил, несмотря на серьезный возраст, Сыктывкар еще очень юный и перспективный город, у которого богатая история и славные традиции. Имея большой экономический и научный потенциал, сегодня столица активно развивается. Но самое главное для самих жителей – это домашний и уютный город. Я считаю, что абсолютно справедливо по итогам прошлого года он занял почетное 14-е место среди 100 крупнейших городов России по комфортности. А все это по одной простой причине, потому что душа этого города – это вы, дорогие сыктывкарцы. Ваш труд, ваши таланты, ваша любовь к родному городу. Я сегодня поздравляю вас с праздником, желаю вам праздничного настроения, благополучия, счастья, а нашему любимому Сыктывкару процветания и развития. О самых ярких моментах этого торжества расскажет Евгений Ракин. Это будет самое горячее шоу! Фееричный выход ведущего и не менее яркое появление участников на брутальных байках воркутинского клуба «Полярные волки» сразу задали тон предстоящему зрелищу. Восторженные возгласы и аплодисменты зрителей до самого финала подбадривали богатырей, решивших во что бы то ни стало вырвать победу в Кубке Коми по силовому экстриму. В принципе, тактики как таковой нету. Смотришь просто, как все выступают, и также работаешь, стараешься сделать лучше. Один из фаворитов турнира Александр Лысенко, родом из Владимирской области, города Ковров. За дюжую силушку земляки сравнивают его с героем русских былин Ильей Муромцем. Победитель прошлогоднего Кубка Коми начал с бодрого старта. Первые упражнения, жимовую эстафету, смогли выполнить не все участники. Особенно непросто оказалось справиться с бревном весом 140 килограмм. Гость Донбасса Сергей Романчук трижды пытался покорить снаряд, но безуспешно. Участвовал в соревнованиях разного ранга и за границей, и в Штатах, и в Африке, поэтому это для меня не новое мероприятие. Я люблю такие мероприятия, готовлюсь к ним. Этим, в принципе, живу, радуюсь. Здесь как бы дружеская атмосфера, все друг друга поддерживают, но не без духа соперничества тоже. Каждый хочет выиграть. Казалось бы, тягать КАМАЗ тоже дело не из легких, но, как признались участники, главное – техника и выносливость. Ну, КАМАЗ, он, да, полегче. Почему? Там такой нагрузки сильно нету, там больше как бы работаешь на выносливость. Не забыли организаторы и про зрителей. Пока атлеты готовились между этапами, желающие испытать мышцы состязались в конкурсах. Ближе к финалу спортивные страсти накалились до предела. Решающей могла стать каждая секунда. В результате напряженной борьбы кубок достался Сергею Романчуку. Совсем немного ему уступил победитель прошлогоднего турнира Александр Лысенко. В тройке сильнейших закрепился и наш земляк, ухтинец Игорь Стреколовский. С днем рождения, Сыктывкар! С праздником жителей столицы Коми поздравили финалисты телепроекта «Новая звезда», которые прибыли в Коми по приглашению артиста театра оперы и балета Евгения Гаврилова, тоже финалиста телешоу. Они выступили дважды – на площадке Сыктывкарского Арбата и на Театральной площади. Артисты из Перми, Оренбургской и Костромской областей спели, что называется, вживую и абсолютно бесплатно. Сошлись все карты, ребята прилетели, и мы здесь, потому что там было очень много подводных камней. До последнего момента мы не знали, кто прилетит, не прилетит, и в итоге все сложилось. И это очень здорово. Пользуясь случаем, артисты выразили благодарность главе Коми за поддержку в проведении конкурса на уровне региона, а также объявили о старте второго сезона. Мы столько вложили сил, чтобы заявить вначале о себе, чтобы найти этих прекрасных людей. Ой, у меня руки холодные. Мы их нашли, и очень приятно, что об этом везде знают, что мы приезжаем, что нас так тепло принимают. Это очень здорово, это просто, это божественно и очень приятно. А по поводу нового сезона, мы всех ждем в новом сезоне, в том числе от Республики Коми, ждем заявок. Завершился праздничный концерт часовым выступлением еще одной яркой звезды российской эстрады Кристины Арбакайте. Одним только своим появлением на сцене поп-дива зажгла и так уже изрядно подогретую публику. Поклонники охотно подпевали артистке и танцевали от души под ритмы любимых хитов и новых песен. Евгений Ракин, Иван Богомолов, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.